Дедушка, спрашивают часто у старого Меджида, не устаешь ли от забот? Почти 150 лет прожито. Возраст, груз нелегкий. Бойся осени, за нею зима, отвечает, улыбаясь, Меджид. Не бойся зимы, за нею весна. Еще юноша любил приходить в эту реликтовую рощу Меджид. И, кажется, ему с той поры она совсем не изменилась. Те же вековые каштанолистые дубы, те же обнаженные стволы железного дерева. Та же вытоптанная тысячами и тысячами копыт дорога ведет в Лирик, маленький центр одного из горных районов Азербайджана. Ни один Меджид достиг в Лирикском районе почтенного возраста. Кроме него здесь еще почти 70 старцев, каждый из которых живет на свете более века. Выше Лирика прилепилось к самой кромке Талышского хребта древнее селение Тикябант, что значит «часть хребта». В этом селении и родился Меджид Оруд-Шоглы Агаев, старейшина местных долгожителей. Старейшина долгожителей планеты. Человек, встретивший в горах свою 143-ю весну. Он никогда не знал, что такое праздность. Он всегда помнил, все в мире тленно, кроме добрых дел. Не в этом ли секрет его долголетия? Дедушка Меджид живо интересуется тем, что происходит за пределами селения. И, конечно же, он в курсе всех колхозных новостей. И слово его, слово председателя совета старейшин, выслушивают с уважением. «130 лет трудового стажа. Согласитесь, не каждый таким похвастается. Но и теперь, выйдя на заслуженный отдых, дедушка Меджид не может удержаться, когда односельчане начинают заготовку травы для овец. Старые руки хорошо помнят дело, к которому привыкли с детства. А усталость смоет вода, живая вода гор. И теперь можно оседлать коня и проведать на дальнем отгоне внука Чабана. Выпить с ним душистого чая, помочь добрым советам. Ведь внук молод еще, считает Меджид. Ведь внуку всего 82 года. Дома ждут его, и он торопит коня. Семья – ключ к счастью, говорят в Азербайджане. А семья у Меджида Агаева большая. Здоровья вам, дедушка Меджид.